В декабре прошлого года нам поступило письмо с парламента нашей республики, на что мы дали свой ответ, в котором прописали свое видение реформирования данного закона. Мы произвели некоторые расчеты и пришли к выводу, что в случае соблюдения тех условий, которые мы прописали в нашем ответе, то значительных выпадений поступления в бюджет не будет. Это, конечно, наше видение, которое может обсуждаться, это не истина последней инстанции, поэтому, но у меня вызывает удивление один момент. Я была участником и той комиссии, о которой сегодня много говорят. Работа этой комиссии длилась более года. Когда принимали так называемый закон, новый закон об НДС, мы его до сих пор так называем, хотя уже прошло 3 года, мы никак к нему не можем привыкнуть. Он был принят очень быстро, и экономическое сообщество, ни предприниматели, к сожалению, мы не увидели никаких экономически обоснованных расчетов. То есть, очень по-быстрому его приняли, и мы в первый год уже дали некоторые такие пояснения к этому закону, опубликовали их в официальной прессе, это Республика Абхазия, что, конечно, мы увидим какой-то кратковременный эффект, и мы его увидели в 2016 году, но в 2017 году мы уже видим, что невыполнение плана было довольно значительным, и это мы обсуждали здесь, и причины обсуждались на комиссии. То есть мы понимаем, что закон не работает так, как он должен работать. Хотелось бы отметить один момент. Этот закон, который у нас называется законом, в принципе, это глава Налогового кодекса Российской Федерации, 21 глава, вырванная из контекста российской действительности и целостного документа, который называется Налоговый кодекс. Мы сегодня в Абхазии не имеем такого налогового кодекса, к сожалению. И мне хотелось бы сказать следующее. Конечно, объемы поступлений в бюджет от НДС, они очень значительны. Это косвенный налог, универсальный косвенный налог, в принципе, должен по законам экономики легко администрироваться и собираться в бюджет. И его доля в бюджете составляет 40% собственных доходов. Это значительная доля. И сегодня говорить о том, чтобы откатиться назад, есть такое мнение, чтобы вернуться к старому закону, на мой взгляд, это уже невозможно. Правильно. Невозможно, потому что бюджет формируется, исходя из действующего нового закона, формируется социальное обязательство государства, которое оно должно выполнять, раз это у нас в бюджете заложено. Поэтому, еще раз говорю, удивление вызывает, что больше года мы занимаемся обсуждением, но, к сожалению, к какому-то рациональному мнению и результату прийти не можем. При этом нужно понимать, что бизнес сегодня страдает, и что происходит, и мы это наглядно с вами видим. 2 варианта: они или сворачивают свою деятельность, закрываются, при этом мы теряем рабочие места, люди остаются без зарплаты, соответственно, в обществе появляется социальная напряженность дополнительная, то, что у нас уже есть. И еще один момент, это другой выход для них, это уход в тень. И когда мы анализировали внешнеторговый оборот, то мы увидели, что в 2017 году, если я не ошибаюсь, снижение было на 13%, при том, что это достаточно значительная сумма, то есть недополучение. Когда мы говорим об НДС, мы должны понимать, что уход в тень предпринимателя ведь влечет за собой не только недополучение НДС, это и таможенные пошлины, те же самые сборы, это налог на прибыль, это подоходный налог и так далее. То есть таким образом мы должны понимать, что этот закон, он способствует уходу в серые схемы, черные схемы и так далее. И поэтому мы должны эффект от этого закона увидеть не только в потере НДС,
как одного из налогов, но и в общем недополучением значительной части других налоговых поступлений. Те условия, которые мы там прописали, еще раз повторяюсь, на наш взгляд, мне кажется, это достаточно приемлемые условия, и будет при этом соблюден один из основных принципов налоговой системы — справедливость налогообложения.